В пресс-конференции сидели первый заместитель председателя правительства Бекхан Аздоев, министр спорта по физической культуре Ахмед Катиев и одни из сильнейших гладиаторов России Александр Миляника и Ибрагим Магомедов по прозвищу Горец. Бойцам пришлось отвечать на многочисленные вопросы представителей средств массовой информации. Вы только ингушетия, вопрос к обоим спортсменам. Ваши расчеты закончить бой в кластере или в стойке? Признавайся первый, Ибрагим. Я уже сказал, это бой покажет. Вот, я никогда не планирую, как будет проходить бой и как я буду его вести. Но я буду использовать первую, получившуюся у меня возможность закончить его досрочно, если такая возможность предоставится. Я не знаю, как это будет в партере, значит партере, стойки, значит стойки. Я приехал сюда побеждать. Вот такой вопрос. В последнее время в Ингушетии очень сильно развивается направление М1. Что бы вы хотели посоветовать начинающим спортсменам? Не жалеть себя, тренироваться, развиваться и добиваться поставленных целей, идти вперед со словами «шире ногу, тверже шаг», а мы им поможем. Вот скажите, пожалуйста, вот в начале пресс-конференции было сказано, что мы с вами вместе должны придумать название этому турниру. Вот у вас какие-то идеи есть уже? Может, вы предложите что-нибудь? Здесь мне подсказали, можно, в принципе, хорошая идея. Битва в горах. Очень хорошее название. После пресс-конференции состоялось взвешивание бойцов. Первым на весы встал Александр. Главный судья турниров М1 Инна Альберто озвучил 117 кило. 117 килограммов. Затем подошла очередь Горца. 119.8. 119 800. Напомню, что спортсмены уже встречались в 2009 году. Тогда после обмена опасными атаками Ибрагим Магомедов получил серьезное рассечение, и поединок был остановлен по решению судьи. Таким образом, предстоящий бой станет матчем-реваншем для обоих бойцов. Отметим, зрелищное состязание можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Россия-2», а также на сайтах MaxFight.